Здравствуйте, в эфире «7 дней плюс» в студии Диляра Юсупова. И сегодня, в разгар учебного года, мы поговорим о том, как разговаривать с подростками на одном языке, стоит ли заставлять детей учиться и как заслужить их доверие. В гостях у нас сегодня молодой, почти заслуженный учитель лицея Иннополис Арман Костанян. Арман, привет. Привет. Ну, слушай, я вот не знаю, даже вот говорю тебе привет, на ты или на вы. Можно на ты. Да, чтобы вот всем было ясно, мы напомним, да, ты ведь работал на телевидении, был блогером, телеведущим, тележурналистом. Я помню твой изумительный блог кулинарный. Да, это многие вспоминают это. Да. И вот сейчас вдруг ты учитель. Как так получилось? Ну, даже не сейчас, уже последние 6 лет. Получилось, на самом деле, очень случайно. Я всегда люблю рассказывать эту историю. Я вообще учился на программиста. Я окончил университет, и вот уже 3 месяца, соответственно, вот этого отдыха, там июнь, июль, август. И вот в конце августа мне предложили как бы поработать, сказали, что вот есть вакансия в лицее Иннополис, там ищет математика. И у меня первое, что как бы я подумал, я учитель, я сразу отказался. Но через 2 недели мне еще раз позвонили, потому что как бы еще вот не закрыли эту вакансию. И я думаю, ну дай попробую. Все эти 2 недели вот эта мысль крутилась. Я пришел, я еще подготовился, там был отбор, такое жесткое собеседование. И все-таки вот меня взяли. И все, закрутилось, ну, вот завертелось. профессия такая вот уважаемая, конечно, достойная, да, но то, что сейчас называют, не очень модное. Вот ты, человек из медиасферы, вдруг, ну даже тебе предлагают, ну что, почему, что тебя заставило пойти педагогом? Ну, наверное, в первую очередь, это, наверное, любопытство. То есть мне было очень интересно, потому что я никогда не был учителем. И, как говорит мой товарищ, это, по сути, каждодневные концерты. То есть ты каждый день выступаешь перед детьми. Ну, а что касаемо того, что это не модная профессия, ну, вот я как раз, наверное, сейчас вот для себя такую мысль поставил, что вот цель, что надо сделать, чтобы профессия учителя была действительно модной и престижный. Вот это самое главное. Потому что вот из-за того, что как бы вот есть как раз-таки такое вот мнение среди многих окружающих, что вот быть учителем это уже не модно, это не престижно. Вот я хочу как бы вот разрушить этот стереотип, и чтобы люди считали иначе. Ну смотри, бытует мнение, да, вот о нашем потерянном поколении, да, с этого начнем. Ты знаешь, вот эти компьютеры, соцсети, тиктоки, вообще как ты вот относишься к этому мнению, как вообще ты подкрадываешься вот к этим детям, к этим современным подросткам, завоевываешь их доверие? Как, вообще расскажи вот про свой первый урок, вот ты пришел. Слушай, ну, во-первых, что касаемо потерянного поколения, у меня вообще совершенно иное мнение на этот счет. Я считаю, что нынешнее поколение это не потерянное далеко, это наоборот, я бы даже сказал, революционное какое-то поколение, которое вообще перевернет весь наш мир. Вот, поэтому я считаю, что нынешнее поколение это прямо, ну, дети, которые вообще изменят всю нашу окружающую действительность в будущем. А что касаемо первого урока, вот самое интересное, первый урок был такой напряженный, ну, для меня, по крайней мере, ну, и для детей тоже, наверное, первый раз там новый учитель пришел. Вот. Но второй урок, вот самое интересное, это второй урок, когда я на следующий день пришел, и дети уже все загуглили про меня, все нашли, и они уже все знали про меня. И они такие, а вот мы там видели, вот вы нам на КВН выступали, вот вы там по телевизору, вот у вас там блог есть, вот вы это, вот и все. И как-то вот как раз-таки вот именно мои вот эти вот увлечения, так скажем, современные, то, что я там как бы какие-то видеоролики там выкладывал, я там в КВН играл, я буквально там 4 года назад школу окончил. И вот эти вот как раз-таки точки соприкосновения стали. И вот как раз-таки вот мы здесь вот нашли вот этот вот общий язык, и мы как-то с детьми вот были на одной волне. И вот как раз-таки сейчас это очень важно, вот именно быть с детьми на одной волне, потому что когда ты с детьми на одной волне, ты можешь их услышать, ты можешь их понять, ты можешь понять их мысли, сопереживать им. Вот. Поэтому если ты с ними на одной волне, то ты
сможешь найти с ними общий язык и вот как раз-таки уже воздействовать, направлять, помогать и так далее. Ну да, вот ты вот не похож на такого занудного дядечку, да, вот как у нас привыкли... Добрый вечер. Добрый вечер, да. Как у нас привыкли видеть этот образ стереотипного учителя. Понятно, что, наверное, в общении с детьми тебе это помогает, а вот в отношении с коллегами, то есть насколько... Ну, были ли, вот, скажем так, несерьезное такое отношение к тебе в самом начале, когда ты пришел, вот человек, какой-то там журналист, телевидение, что-то тут пиарится, наверное, я не знаю. Вот на собеседовании у меня прозвучал такой мой адрес вопрос: а что это вы там с образованием программиста, с опытом телеведущего в учителя решили податься? И я вот сказал, ну вот интересно, но на самом деле вот не было такого какого-то пренебрежения или еще что-то, что типа там... как бы там молодой, забьем на него или еще что-то. Нет, ни в коем случае. Наоборот, как-то вот у нас вот именно в лицее очень активно велась работа с молодыми преподавателями, с молодыми педагогами. Ну, как бы вот в том числе я. И наоборот, нас как-то сгруппировали. У нас было там 3 человека, я помню. Приходили к нам на уроки, там проводили для нас различные тренинги, мастер-классы. Нам, как учителям, давали домашние задания, что там нужно вот это посмотреть, вот это отработать и так далее. Очень часто приходили на уроки, приходилось давать открытые уроки. Вот. Как бы велась вот такая вот, так скажем, наставническая работа, поэтому вот у меня наоборот не было, у меня было наоборот какое-то вот стремление к тому, чтобы вот двигаться дальше, и вот у нас тоже вот какой-то вот контакт, вот партнерство с педагогами случилось, и по сей день мы как-то вот прямо очень хорошо сплотились. Друзья, другие, да, люди из своей есть. Старой жизни, прошлой, что-то, наверное, говорят тоже по этому поводу. Да ладно, это все время нормально. Нет? Ну вот мне вот один раз сказали, что если вы там учителем будете работать больше 5 лет, то это надолго. Вот я уже больше 5 лет, вот. И, знаете, у меня нет таких мыслей, что типа я такой, ну, наверное, скоро уйду. Нет, мне вообще нравится, я получаю огромное удовольствие от того, когда работаю с детьми, от того, что преподаю, и от того, что когда, например, там, твои дети достигают каких-то высот, там, результаты ОГЭ и ЕГЭ, это какие-то олимпиады, конкурсы, соревнования и так далее, когда ты видишь, что там ребенок что-то занимает, выигрывает под твоим руководством, это вообще прям, ты просто думаешь, это я. Это все я. Нет, понятное дело, что это не все я, но понимаешь, что ты приложил к этому руку, и это очень круто. Ты преподаешь у каких классов, получается? 7-11. Ну, в прошлом году я преподавал у 7-11, сейчас я буду преподавать у 7-8. Ну, у нас вот так вот как бы. Ну, смотри, ты мне вот за кулисами сказал, что более маленькие дети тебе не очень интересны, более старшие классы. Я тебя сейчас сдала немножко, да? Почему? Вот это вот журналистское, вот это вот перефразировали все. Нет, мне более интересно работать со старшими, потому что для меня как-то более интересны более сложные вещи. То есть очень, вот мне кажется, учителю очень тяжело объяснять очень простые вещи. Когда вот ты пытаешься объяснить 2 × 2, ну, это, и когда тебя не понимают, это тяжело. А когда ты объясняешь какие-то сложные вещи, как-то легче находятся вот это вот точки соприкосновения. Поэтому вот мне больше нравятся вот именно какие-то углубленные вещи обсуждать, нежели какие-то Ты готовишь к ЕГЭ, да? Готовим к ЕГЭ, к профильному ЕГЭ по математике. И к олимпиадам. У нас большой упор делается именно на олимпиадную подготовку, на исследовательскую, проектную деятельность. Вот. Ну и на государственную итоговую аттестацию. Ну смотри, вот многих интересует вопрос, да, родителей, как правило, вот как увлечь ребенка, допустим, ну, в твоем случае математикой. Вот. Есть ли у тебя какие-то методы, лайфхаки, что-то, вот как заинтересовать его с первого же, вот прям с секунды? Вот это такой самый часто задаваемый вопрос, и это такая большая проблема, на самом деле, среди педагогов. Но здесь самое важное, нужно понимать, это вне зависимости от предмета, что дети не учатся у тех, кто им не нравится. Вот если преподаватель ему нравится, если действительно там интересный какой-то учитель, то ребенку будет интересен его предмет. То есть, вот как говорят, там не может... Там, воспитать личность может только личность. Вот как бы если вот учитель действительно будет очень интересным, то и ребенок за ним потянется, и он сможет там и математику, и химию, и биологию, и там физкультуру, все что угодно. То есть здесь уже от предмета это не будет зависеть. Главное, чтобы вот вы были вот на, как бы поймали вот эту свою волну
и вот заинтересовали ребенка в первую очередь собой. Нравится, вот как бы, есть такое мнение, просто вот ты сейчас вспомнила фразу, что вот ребенку нравится не предмет, а то, как о нем рассказывают. Так ли это, да? То есть... Да, безусловно. Я вот даже на себе могу понять, там, мне вот какие-то предметы, там, например, в школе не нравились, и я вот понимаю, что просто вот у меня, не случился контакт с преподавателем. Вот. А вот у нас, например, я вижу, что, например, есть дети, которым, вот математика, она им вообще не нужна, но они вот на уроках сидят, занимаются, потому что им интересно. А сразу ли ты, вот как ты видишь, вот ребенок, который, из которого что-то выйдет вот в математическом уклонном, а вот ребенок, которому не нужно вообще этим заниматься, ты вот видишь это? Я в первую очередь считаю, что все дети одаренные. Вот. Просто кому-то интересно, например, там, математику двигаться, кому-то неинтересно. Это на самом деле видно. Видно по тому, как ребенок решает, видно по тому, в том плане не то, что как решает, типа, получается у него или нет, а в то, вот именно вот с каким настроем это происходит, как сказать, в каком эмоциональном, так скажем, потоке вот это происходит. Это можно определить, как бы, пойдет у него, не пойдет. Вот. Но такого, что, например, там, я скажу, там, все, Валера, у тебя точно нет будущего в математике, все, не занимайся этим. Как ты их мотивируешь? Есть у тебя какие-то, или это как-то вот импровизационно просто, каждому свой подход? Во-первых, да, наверное, здесь больше такой индивидуальный подход к каждому, но как-то... Да, как-то много детей, да, много детей, когда в классе, это же довольно Да, это сложная тяжеловато, задача. но у нас в этом большой плюс, у нас в лицее в классах по 15-16 человек, поэтому мы, как говорится, в малине. Но даже с 15, например, как бы, знаете, одно дело, когда у тебя в классе 30 человек, которые там средне изучают, так скажем, вот базовую математику изучают, это одно. А когда у тебя в классе 15 человек, и которые все там углубленно, и у каждого там на каждое твое «но» есть 15 вопросов, вот здесь, я думаю, что чуть посложнее даже. Потому что они, как сказать, вот у нас, например, дети, у нас же конкурсный отбор проходит в лицее, то есть у нас дети со всей России, и любое твое высказывание... У детей есть 20 тысяч вопросов на это, и каждому нужно объяснить, и нужно донести так, чтобы он понял, и чтобы никто не остался без внимания. Вот. Поэтому здесь, наверное, как-то вот... А есть у тебя какие-то шпаргалки, вот, чтобы быстрее запомнить определение? Вот, как я помню, там, бисекатриса — это крыса, которая без по углам делит. Вот я даже читаю, я уже забыла, да. То есть, вот всякие вот эти стихотворения... Я не знаю, пословицы, поговорки, выражения. Это есть такие приемы, но я, если честно, ими не особо пользуюсь. Вот. Я как-то вот в первые года выработал себе, я под каждую такую ключевую тему сделал интересную презентацию. И у меня вот на каждую тему есть, такая авторская, интересная. Например? Презентация в плане вот как бы мультимедийная, красивая, то есть с историей какой-то. То есть, вот, например, у меня там есть уроки, которые я начинаю там со стихотворений. Вот у меня вот был недавно урок на построение, на построение сечений, и там я начинал со стихотворения Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Вот. То есть какие-то такие вещи межпредметные, да, метапредметные, когда вот мы выходим, так скажем, за рамки класса, вот через призму чего-то рассматриваем математику. Вот это вот детей завлекает, на самом деле. Это им интересно, когда они такие: здесь тоже, оказывается, математика есть. Да, кстати, вот здесь тоже есть математика. То есть здесь стакан — это же фигура вращения. И, например, вот эта вот водичка — это сечение. И вот мы смотрим, как изменяется сечение при наклоне. То есть это простое о сложном. Да. Вот. И это детям интересно как раз-таки, когда вот ты что-то там достал. Один раз я пришел с крышкой от кастрюли, да, и объяснял там, как вписанные углы равны друг другу. Такое тоже было, да. То есть это к тому, что как бы вот... А ты заранее как-то готовишься, или тебе просто в голову так приходит, и ты такой... Нет, такие вещи, конечно, заранее. И это, понятное дело, это не вот так, что, типа... Я супер гений, типа, я прям на ходу такие вещи придумываю. Да. Нет, это как бы вот сидишь там, придумываешь.
Вот. Поэтому я говорю, вот как бы вот даже по сей день там вот я пополняю вот эту свою коллекцию каких-то вот Что интересных еще интересного в твоей презентаций. коллекции? Просто сейчас даже стало интересно. Я не думала, что ты будешь про это говорить, но я... Есть история с пластиковой бутылкой, что мы пытались... Вы вот задумывались, почему пластиковые бутылки все разной формы? Так, нет. Вот мы тоже как бы с детьми вот не задумывались, но вот один из учеников спросил, почему пластиковые бутылки разной формы, и вот мы начали обсуждать, смотреть. Мы взяли, получается, одну бутылку, описали там ее изгибы функциями, нашли площадь поверхности, объем, и нашли вот отношение площади поверхности к объему. И пытались найти оптимальную форму бутылки, чтобы при меньшей площади поверхности, то есть меньше затрачивать пластика, и получить больший объем. Вот как бы вот такое исследование проводили. Чувствуешь, я зависла немножко. Что-то на невероятном. Слушай, ну давай вспомним еще, вот поговорим про школьную программу. Интересно, многие родители, да, вообще... Ну я вот, например, как родитель, могу сказать, что, допустим, вот во многих школах, да, обычных, скажем так, может быть, даже не гимназиях, а просто обычных стандартных школах, вот домашнее задание – это некая самоцель, которую вот надо сделать. Люди там нанимают репетиторов обязательно, чтобы даже просто вот делать домашние задания. Или там, учитель воспринимается как надзиратель. Как вообще ты относишься к этому? И, может быть, у тебя есть... Вот что бы ты, может быть, прибавил или убавил в этой школьной программе? Ну, в той же математике. Мне просто кажется, что многие учителя пытаются впихнуть невпихнуемое в урок. То есть хотят очень много всего охватить, и тем самым как бы... Ну, как в пословице говорится, там, за двумя зайцами погонишь, ни одного не поймаешь. Вот. Поэтому программа, на самом деле, как бы у нас, вот, которая там в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, как бы она, ну, более чем та, что нужно. Просто у нас же вот... Как бы вот, я понимаю, о чем вы говорите, я очень много в интернете про это читал, что там все родители там возмущаются, там мы ничего не понимаем и так далее. Этот бум начался еще со времен ковида, когда дистанционное обучение было, когда там просто вот это сделайте, вот это сделайте, вот это сделайте. И вот, ну, неимоверное количество домашних заданий, ну, согласись. Вот, поэтому здесь надо просто вот, ну, давать как бы мало, но качественно. А не так, что как бы много и что непонятно бы ты убрал, что. Допустим, из... Нет, я бы ничего не убирал. Что бы прибавил тогда? Нет, я бы ничего не прибавил. Я просто к тому, что, например, грубо говоря, вот есть у нас один учебник, вот мы по нему занимаемся, нужны какие-то дополнительные задания, там, если там чего-то не хватает, мы добавляем. А вот... я говорю о том, что как бы многие учителя, они вот, есть учебник, ага, сделай еще вот эти задания из вот этой рабочей тетради, вот еще на этом сайте вот этот курс пройди, вот еще вот это сделай. Вот это вот есть проблема, что учителя вот что-то дополнительное пытаются дать, хотя, по сути, зачем? это, да, не нужно. Это нужно давать только тем ребятам, которые вот действительно хотят там углубляться или еще что-то. То есть вот, например, даже у нас, когда мы работаем там, так скажем, с детьми, которые там углубленно изучают там те или иные предметы, то мы, если я вижу, что, например, ребенок там олимпиадной математикой будет заниматься, то я помимо программы ему еще, вот тебе вот эти задания, вот еще вот это, вот ты еще придешь на дополнительные занятия, мы еще здесь. Это да, но это только по моему предмету. Только по тому предмету, по которому он действительно будет профильно заниматься. Вот, поэтому здесь как раз-таки отсюда и вытекает вот современная тенденция образования, персонализированное обучение. Когда мы находим индивидуальный подход к каждому ребенку, и для каждого ребенка есть индивидуальный вот этот образовательный маршрут, то есть вот по которому вот он идет. То есть он понимает, что мне нужно чуть побольше позаниматься историей, но чуть там я могу дать чуть-чуть там слабину там вот в этом предмете, потому что у меня там уже и так все хорошо, там я и так всю эту программу уже знаю. То есть вот... Ну, ты стал вот учителем года в Татарстане, да, в 2023 году, ну, в этом году. Ты зачем вообще подался на этот конкурс? Это были какие-то личные амбиции или просто тебе предложили? Педагогический дебют, да, там, по-моему, какая-то такая? Вот в 2020 году я участвовал в номинации «Педагогический дебют». А потом вот уже... Там мне просто предложили, как бы, и я такой, а почему бы и нет? И вот я в 2020 году участвовал, дошел до республиканского этапа, стал победителем республиканского этапа. Номинации «Педагогический дебют». И тогда я понял, что это был прямо такой очень мощный опыт в
плане вот меня как молодого педагога, то есть я прям, грубо говоря, меня тюнинговали конкретно, потому что я там, ну, общался, смотрел, изучал, и я прям, ну, прокачался сильно в плане как преподаватель. И я понимаю, что это вот я там среди молодых учителей был. А вот если среди опытных уже пойти, то там вообще другого уровня прокачка будет. И вот я решил, что вот надо еще и это тоже, так скажем, гештальт закрыть. Ну и вот в этом году решил тоже попробовать, и, слава богу, успешно. Ну, ты что-то доказал себе, доказал окружающим или нет? Или это просто для Нет, чего? это больше не про доказательство, это больше, наверное, опять-таки про любопытство, что вот мне вот интересно было, я вот хотел. Но понятное дело, что когда ты участвуешь, что, ну, мы участвуем с целью победить. Да. Ты ожидал? Я хотел, вот так скажем. Вот. Получилось, что получилось. Ну, наверное, твои знакомые были в таком этом... Не в шоке? Нет, они были в шоке, когда я Ты стал не похож на учителем. стандартного учителя, я к чему веду. Ну, просто вот так, если бы я тебя увидела на улице, не знаю, да, что ты преподаешь, я бы никогда не подумала, что... Но я приму это как комплимент. Все-таки. Хорошо. А идеальный ученик для тебя это кто? Идеальный. Да. Это который не стесняется задавать вопросы, который знает, что хочет, и делает это. Вот так вот, наверное. То есть, который не ленится. А есть ли идеальные вообще ученики? Есть ли Бывает. такие, кто, может быть, запомнился тебе даже, вот, я не знаю, случаи каких-то, может быть, ребят, которыми ты поддерживаешь отношения уже после того, как они поступили в вуз там, или еще что-то? Да, слушайте, Нету? ну, есть. Вот первые мои ученики, вот когда я в 17-м году пришел, вот они уже выпустились в 20-м году, они уже сейчас окончили 3-й курс, многие из них там, кто-то в Санкт-Петербурге, кто-то в Москве, они работают уже там в топовых IT-компаниях, там, я не знаю, можно по телевизору говорить название таких компаний, нет, но в топовых таких гигантах зарабатывают там бешеные деньги, как бы, и вот я понимаю, что вот молодцы, и действительно вот они, как сказать, они занимались тем, что им нравится. Вот это тоже очень важный момент, потому что если ты что-то делаешь, то, что тебе не нравится, вот я почему до сих пор учитель? Потому что мне это нравится. Я много чем занимался, но вот я понял, что вот учитель мне больше всего нравится. Я по специальности программист, я работал программистом. Ну, не зашло мне это. Вот. А вот когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, вот, наверное, идеальный ученик – это тот, который вот знает, чего он хочет. Но это, конечно, очень тяжело. Тем более там, в возрасте школьника понимать, чего ты действительно хочешь, это очень сложно. Поэтому, наверное, вот тот идеальный ученик, которого я описал, наверное, его не существует. А классное руководство у тебя есть? У меня было, вот я в этом году выпустил 11 класс. Ну, это, слушайте, это следующее, прям какое-то наставничество должно быть, наверное. Это, да, это очень сложно быть классным руководителем, потому что это мало того, что это такая, так скажем, интенсивная воспитательная работа с детьми, это не менее интенсивная и не менее воспитательная работа с родителями. Вот, поэтому это, ну, действительно такая... Я вот просто себя порой ловил на мысли, когда я веду родительское собрание и понимаю, что я там 26-27-летний парень стою и взрослым дяденькам, тетенькам рассказываю про то, как надо воспитывать детей, хотя сам еще не родитель. И такое лицо каменное, да? Да, и я как бы еще так серьезно об этом говорю. Ну, понятное дело, как бы уж я там не от балды говорю. Вот ты учишь. Там такие мысли. Да, нет, но мы, как бы вот у нас с родителями, благо, был как бы такой вот хороший симбиоз, то есть мы сразу в самом начале, так скажем, нашего пути установили, так скажем, ту линию, по которой мы будем вести детей, да, чтобы не было такого, что очень частая проблема, что учитель говорит одно, родители другое, и вот, понятное дело, ребенок там, ну, будет всегда на стороне родителя. Вот. А вот когда и родители, и учителя, как бы, как говорится, в одну дуду, то, в одну дуду. Да, то все хорошо. Вот, поэтому здесь тоже, я говорю, очень важно, чтобы классный руководитель нашел вот, общий язык с родителями. А приходили к тебе вот твои дети, допустим, твой класс, именно даже не по предмету, а вот просто что-то психологические там много, проблемы? Очень много. Особенно 11 класс, когда уже вот
вот этот вот порог взрослой жизни, когда вот действительно там нужно делать выбор, куда пойти поступать, чем заниматься в дальнейшем и так далее. То есть здесь вот очень много бесед таких было. Вот. И ребята вот прямо сами, то есть не было такого, что я там говорю, так, Валера, пойдем, сейчас будем разговаривать. То есть такого не было. То есть дети сами приходили. И это прям, это очень приятно, и это говорит о том, что вот, ну, ты действительно же делаешь все правильно. Потому что вот даже другие ученики, у которых там я не преподаю, но они там у нас в лицее обучаются, на переменах приходят, мы там общаемся. То есть вот просто не по теме урока. У нас осталось 30 секунд. Вот напоследок, да, что пожелаешь родителям, которые хотят привить как бы любовь к математике своим детям и ученикам, которые вот хотят в этом году сдают ЕГЭ? Родителям: любите своих детей, слушайте учителя и любите учителя. Вот. А детям терпение, все получится, все в ваших руках. Нужно просто чуть-чуть добавить усердия, и все у вас получится. Спасибо, и будет у всех 100 баллов. Спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо телезрителям. До свидания.